Вы знаете, я в своей книге все подробно это рассказываю. Я вам только коротко очень рассказал, но я все останавливаюсь на очень многих вопросах, которые как бы за кадром. Они все известны, все известны. Но так получилось, что эта теория сейчас главенствующая, она была долгие годы. Правда, последние 10 лет появилось немало работ разных историков, археологов, которые доказали, что, во-первых, нет доказательств, что скифы, сарматы и аланы были ираноязычный народ. А словарь, который составил Абаев, да, словарь скифских слов, там свыше 300 слов. Вы понимаете, этот словарь, пусть меня простят люди, но я должен сказать правду. Это самая великая лженаучная мистификация XX века. Он взял имена скифских царей, которые известны были, да, и стал переводить их якобы с языка осетинского. Но, вы понимаете, ни одного слова, вот чтобы оно было близкое, да, в осетинском языке нет. Но есть отдельный суффикс, так сказать, так. И у него получалось, что, оказывается, царей-то скифских, вы знаете, как звали? Жена-убийца, зубы крепче, чем долото, стриженный и так далее. Знаете, такие вот поганые имена, как говорят в народе. Вообще, кто из родителей назовет своего отпрыска, ну, таким именем, да, жена-убийца? Ну, так вот, даже представить, понимаете? Да, я понимаю, что скифы, как говорят, дикий народ там и все прочее, но не в такой степени дикие они были, да, чтобы вот опускаться до такого. Я не знаю, чем вызвано вот это вот стремление, что мы аланы, да, мы великий народ. Вы извините, у осетин прекрасная история. Это действительно был великий народ. Он и остается великим народом. И у него своя прекрасная история. Не надо забирать чужую. Понимаете, вы никакие не потомки алан. Вы ираноязычный народ, который имеет свою древнюю прекрасную историю. Вот и занимайтесь ею. Расскажите народу, что на самом деле. Но, извините, они же защитили там сотни диссертаций вот этих лже-аланских. Они же не могут сказать, что все это, что мы написали, это все ложь. Вы понимаете, я понимаю, что то, что я говорю, это встречено будет в Осетии, так сказать, в штыки, но что делать? Надо же когда-то правду сказать. Надо это все, понимаете? Вот. Потому что алановедение, к сожалению, на Северном Кавказе сейчас не очень развито. Я учился в Ставропольском пединституте, и мы приехали в Карачаево-Черкесию в 1965 году вместе с нашим преподавателем Татьяной Максимовной Минаевой. Это была крупнейшая археолог России, или Советского Союза, как угодно, вот говорите. Вот. Она была наша преподаватель, она привезла нас на Северный Кавказ, вот в Карачаевск, для того, чтобы мы прошли археологическую практику вот на, как говорится, девизу, да, не в фантазиях своих, а вот чтобы мы все это. И мы объездили городища, мы раскапывали, раскопки у нас были, могильники аланские. И она нам тогда говорила, вот, ребята, вот обратите внимание, видите, вот эти черепа, да, это аланские черепа. Они не как обычно у людей круглые, да, они немножко вытянутые, потому что была у них такая, оказывается, мода в то время. Ребенок, когда рождался, ему перетягивали череп головы, и голова с мозгами ничего не делалось. Мозги не уменьшались, не увеличивались, они оставались такими же. Это никак не влияло на развитие человека. Просто вот голова вот немножко была вот длинная. Ну, мода такая была. Понимаете, тоже надо понимать, что вот. И вот мы все это раскапываем, мы все это видели. Вот тогда вышла ее книжка «Аланы на Северном Кавказе», да, и она подарила, у меня эта книга есть с ее автографом, она написала Володе Захарову,
Вот. Так что вот я берегу эту книгу, и она, да, она была противница тех идей, которые высказывал, ну, я тоже его хорошо знаю, Владимир Александрович Кузнецов. Это историк, который работал в Владикавказе, в Орджоникидзе, ну, там, в тех городах. Вот. И он занимался аланской проблемой. Но аланской проблемой с точки зрения вот опять ираноязычия.